Так сейчас пусть настроится. Супер. Еще раз. Настройка. Что для вас искусство? Пространство. Взаимодействие с пространством. Причем не только пространство личного зала, но также социальное пространство, социальное. Все очень серьезно. Очень пространство. Все знают вас как скульптора. И в своих работах вы часто используете необычные материалы. И очень известны стали работы, которые были выполнены из стекла и даже картофеля. Что вы можете сказать по этому? Почему необычный такой выбор? Стекло — это моя страсть. Это такое удивительное хобби. Это очень непокорный материал, с ним трудно. Он ведет себя как хочет, но в этом-то и есть тот самый вызов для художника, который всегда нужен в жизни для какого-то драйва, для творчества. Ну а что касается картошки, мы же белорусы, все мы любим картошку. У меня следующий вопрос, как продолжение второго вопроса по поводу проекта Плюх. Вот сама необычность вот этой формы и всего этого месседжа, она как-то тоже для вас это что-то как вызов своего рода, или как вызов всем скульпторам Беларуси, или как какой-то флаг, и ребята, проснитесь, кто здесь живой в скульптуре, я здесь. Ну, я бы сказал, что это просто тема для обсуждения. Да, конечно, для меня лично, возможно, это и было нечто вроде манифеста, да, чтобы заявить о том, что я думаю по поводу того, что нынче происходит. Но, к сожалению, коллеги по цеху проигнорировали этот вызов, как вы изящно так что выразились. Да, и все осталось по-прежнему, но это тоже нормально. По крайней мере, я сказал то, что должен был сказать, сделал то, что должен был сделать, и на этом пока все. Сегодня в нашей галерее вы представляете свой очередной, или, может быть, первый, или один из немногих медиапроектов. Не значит ли это, что вы уходите в нечто новое русло или новую форму работы? То есть не просто экспонирование, но уже тут и видео, и звук. Ну, это снова работа с пространством. Это я, конечно, скульптор. Это мне основное. Мне нравится не изображение на плоскости, а нечто, что происходит в объеме. И, собственно, видео и прочие вещи, ветер, да, и звуковые инсталляции, это все просто дополнительные средства для того, чтобы что-то с пространством сделать. Звуковым или пространством памяти даже. Вот максимально подчеркнуть, да, то, что хотите сказать. Ну, по сегодняшней выставке, наверное, нельзя не спросить, здесь есть и видео, и звук, и вам очень близка эта тема, она даже не близка, она как-то она с вами вот всю жизнь неразрывно. Вот что вы можете вообще пару слов буквально именно об этом проекте? Хотя все, конечно, можно прочитать и в аннотации, в концепции, но именно авторская, вот просто в паре слов, как вы видите. Важность его, интересность, нужность, актуальность, или это сугубо такая личная тема, и, в общем-то, вам не так важно, насколько это оценят другие, оценят ли вообще, то есть вот это все. Ясно, тема, правда, личная, потому что катастрофа произошла в моем детстве. Я был тем самым 11-летним ребенком из города Гомеля, который накрыло радиационное облако, и почему-то никто об этом жителям не сказал. Мы ходили, гуляли, попали в ту самую песчаную бурю с отцом и сестренкой, и братом, который вот тут будет свистеть у вас. И, в принципе, все это и началось вот это какое-то критическое мышление, чувство такой неуверенности, которое нужно для художественного творчества. И более того, благодаря Чернобылю я стал художником. Родители отправили меня подальше из радиоактивного Гомеля, более-менее благополучный с точки зрения фона Минск. Я поступил в художественное училище по Чернобыльской квоте. Для детей из пострадавших мест были, так сказать, годные условия для поступления, если вы знаете. Ну и вот, собственно, получается, что катастрофа сделала меня тем, кем я стал. И в этом смысле она сыграла не только негативную роль. Я, собственно, и не предлагаю рассуждать в этих категориях плохо, хорошо, а просто показываю свои какие-то очень личностные события, переживания, какие-то катастрофы свои, маленькие, не только чернобыльскую. Ну и название «Персональный Чернобыль» стоит трактовать, наверное, общем-то, шире. Раз, и все-таки завязано на моей собственной истории, на которую это событие историческое, важное, очень важное для нашей страны повлияло.
Расскажите, пожалуйста, о ваших кураторских проектах. Их, конечно, было много, и тут можно по каждому, наверное, ни одной, ни 2 минуты говорить. Но в целом, может быть, вот, как вы видите, когда проект зарождается, вот, что вам важно, что первостепенно, как дальше проект развивается? Есть какая-то, наверное, общая какая-то призма развития? Какая-то как ребенок такой? Призма. Ну, все очень сложно, потому что это комплекс разных событий, не только выставка. Да, если мы делаем выставку, то мы работаем, опять же, со средой, с пространством информативным, социальным, да, а не только с пространством галереи. И даже если речь идет о галерее, то все равно тут вся вот эта вот выставочная риторика должна быть связана, подчинена основной мысли проекта, начиная от этикеточки, заканчивая, собственно, формированием каких-то пространств. Выбором каждого предмета. Да, поэтому хочется серьезности, хочется делать основательно, профессионально. А надо сказать, что я получил, так сказать, зачатки кураторского образования в Канадском университете Йорк, городе Монреале. И там действительно преподавали, как правильно выстраивать экспозицию, что должно быть вместе с проектом, да, как все это должно быть глобально, да, не только вот сфокусировано на выставочном зале. И я пытаюсь проецировать этот вот, научность, так можно выразиться, подход профессиональный. То есть научность и личный опыт уже через количество да, это должно сложиться. Вот именно интерес и желание что-то выставить, что-то сказать, но я рассматриваю кураторскую выставку именно как высказывание. Да? Пусть не артикулированные слова, но разложенное таким образом в пространстве, чтобы зритель, пришедший в него, смог бы как-то понять, о чем идет речь. Да? И более того, не только понять, так проникнуться каким-то там замыслом кураторским, а на основе того, что предлагается кураторам, составить какие-то свои, да, сделать свои заключения, сложить свои эмоции, свои картинки, наконец. И это очень важно, спровоцировать зрителя на что-нибудь индивидуальное. Да? И в этом плане тоже выставка продолжается еще и в зрительском восприятии. Даже восприятие особо переживает. Каждый все равно видит это по-своему, да? Видит, услышит, чувствует, да, и вынесет, там, свое из выставочного. Но он не может не обязательно быть на выставке, может прочесть в газете, да, может посмотреть в интернете картинки, все равно это должно как-то влиять. То есть по-хорошему в разных средах, если послание проецируется, информационно-социальное, выставочное, да, то это хорошо, это хорошая выставка. Я пытаюсь так делать, не всегда получается, но иногда, я надеюсь, здесь получилось. Ну, я хочу сказать, что, наверное, это одна из самых креативных выставок за год. Спасибо. Когда мы год назад обсуждали план на 2016 год, и когда сказали, что будет выставка Павла Войницкого, это было самое ожидаемое, лично для меня. Спасибо. Мы сейчас смеялись на тему того, что ой, как еще вроде бы целый год, как не скоро. Вот уже прошел год, и вот на этой выставке. Очень удачно, что с годом. Я доволен, все сложилось, как нельзя лучше. Более того, именно этой выставки, именно это дело могло бы и не быть, если бы одна из моих работ, будучи послана в Японию, не выиграла там приз на серьезной профессиональной выставке стекла в Каназаве. Там проводится уже несколько лет подряд, много лет подряд, конкурсы стекольщиков, да, людей, которые занимаются художественным стеклом. Я поставила в работу, она называлась «Фукусима. Чернобыль». И она как раз была связана с темой радиации Чернобыля, которую удалось завязать на тамошнюю, тоже очень больную тематику. Но этот успех, это серьезный успех, потому что не всякий мастер по стеклу, то есть, по-моему, я даже первый художник из постсоветского пространства, который, собственно, получил эту высокую награду в мире стекла. Да? И меня это очень так, стимулировало, подвигло, так сказать, на то, чтобы эту тему немножко развить. Я вдруг понял, что это важно. Кто-то из членов жюри сказал, что искусство не обязательно должно быть красивым, а должно вот также передавать боль, да. Интеллектуально. Да, это какие-то, не самые, может быть, приятные чувства, но это делает искусство живым. И меня это задело. Мне показалось, что да, наверное, стоит в этот грустный юбилей поговорить о таких сложных, драматичных вещах. Нынче 30-летний юбилей. Как-то какой-то незаметный, тихий, печальный. Вы, как художник, как преподаватель, как куратор, какое видите будущее для белорусского искусства?
какое место в белорусской арт-среде занимает деятельность Полоцкой галереи? Мне очень Важно, важно или это место прекрасное, в котором всегда приятно делать какие-то проекты, и это касается не только пространства, которое здесь удивительное, вот эти своды, эти огромные окна, эти пространства, дошедшие нас с 18 века. Это замечательно. Но также и люди, которые вокруг, которые открыты к новому, которые не боятся экспериментировать, которые, собственно, здесь работают, это вы. Так что спасибо вам большое за эту выставку, то, что дали мне возможность сказать то, что я должен сказать. И это очень почетно, очень весно для меня, и это очень важно для меня выставка. Спасибо. Спасибо, Лариса. Спасибо за общение, спасибо за интересную выставку, умную. Ну и успехов во всех начинаниях. Спасибо вам.